Всем привет, друзья! Сейчас мы проезжаем на мосту реки Жаик. Это река, она вот протекает через наш город, дальше Атырау и уже заливает в Каспий. Это самая длинная река в Казахстане, друзья. Как вы знаете, сейчас я отдыхаю в своем родном городе Уральск со своей семьей. Я приехала навестить свою родню. Вот, и сейчас мы держим путь в наш поселок, где живут родители папы. Это бабушка и дедушка, также живут наши родственники. Вот мы едем их навестить, мы едем со своей семьей. За рулем по очереди у нас мама и папа возят машину, и мы двинулись в путь. Путь у нас длиной в 350 километров до поселка. И, конечно же, проехав уже чуть больше половины до дороги, мы, конечно же, вот останавливаемся, делаем остановочку на пути. Вся дорога у нас будет занимать примерно часа 4-4,5. Мы едем ближе к вечеру, и у нас остановочка небольшая. Мы зайдем в уборную, также немножечко перекусим. Но эта остановочка, смотрите, она такая вот у нас историческая остановка, можно сказать. Это памятник великой личности казахского народа. Это Исатай Тайманов. Он когда-то был руководителем народно-освободительного восстания казахов в XIX веке. Вот. Поэтому в этих землях неподалеку он был похоронен, поэтому здесь возвели ему памятник, а также здесь люди останавливаются, конечно же, вспоминают такой исторический момент и заодно перекусывают, то есть делают остановочку. Тут такой вот небольшой домик, куда можно зайти со своей едой, покушать, остановиться, отдохнуть. Уже вечер, друзья, поэтому солнце будет садиться скоро. Покажу вам. Это все везде вот наша степь бескрайняя. Как вы знаете, Казахстан, он очень большой по территории, бескрайние степи. Дальше, друзья, мы опять двинулись, еще прошли остальную половину, и мы почти что приближаемся к поселку, но еще не доехали. Это у нас районный центр. Мы будем проезжать через районный центр под названием Кобда. Здесь когда-то я жила до своих 7 лет со своей семьей. Мы жили в этом районном центре. Эта земля, друзья, также является исторической, потому что на этой земле когда-то родилась также великая личность, герой Советского Союза, участница Великой Отечественной войны, которая героически пала на войне. Это Алия Молдагулова. Друзья, она родилась в этой земле когда-то. Поэтому эта земля также пропитана историей. Здесь также были когда-то жили тоже разные батыры. В целом, если говорить о казахской земле, везде есть своя история богатая. Так что, думаю, интересно будет вам также посмотреть, как выглядят сейчас эти земли. Конечно, этот районный центр, он небольшой, но тем не менее радует то, что с каждым годом инфраструктура поселка, инфраструктура районного центра, она уже улучшается. Видите, везде уже есть тротуары, дороги, все так хорошо. Это, конечно, не то, что было 20 лет назад. Уже есть большой прогресс. Люди живут в достатке, можно сказать, делают свою работу. В целом, и это очень радует. Можете посмотреть, вот специально покажу, как все устроено, обустроено в дорогах. На дороге это вот ресторанчик какой-то здесь стоит. Дальше что у нас? Здесь у нас базар крытый, который сейчас закрыт, потому что уже вечер. Остановочка имеется. Дальше у нас тут
спортшколы есть дом культуры отдельный, есть парк большой по этой улице, здесь вот супермаркет стоит. Дальше здесь вот здания разные госучреждения, видимо, сидят, Казпочта. Вот сама надпись Кобда, это название этого районного центра. Здесь парк небольшой, где можно также прогуляться вечерком. Так, вот мы сейчас, друзья, проезжаем через районный центр. Дальше будем уже попозже ехать непосредственно в поселок. Но хочется отметить, что здесь живет папина сестренка, также брат. Сейчас мы будем навещать мою тетю. Мы хотели навестить ее, заодно возьмем ее с собой и уже дальше поедем в поселок, в аул наш родной. Здесь, конечно, мы также сделаем остановочку, потому что мы ехали долгий путь. Это был долгий путь, поэтому мы сейчас зайдем, попьем чайку. Здесь меня ждет наш двоюродный брат уже перед дверью. Так, друзья, я уже перемотала, и это видео уже там, это уже в поселке, друзья. Надо отметить, в 12 часов ночи мы приехали в поселок. Мы приехали позже, потому что мы останавливались у тети, поэтому ближе к 12 мы приехали в поселок, и моя бабушка Ажешка, конечно же, приготовила вкусный бешбармак. Сейчас вот мой двоюродный брат, он сейчас вот разрезает мясо на кусочки. У нас в Казахстане принято, неважно какое время суток, мы все собираемся, когда едут гости, почетному гостю предлагают бешбармак, после этого пьем. После бешбармака подают сорпа, это вот бульон мясной. Поэтому, как бы ни казалось странным, в 12 ночи есть жирную пищу, но это у нас уже в крови, мы это ждем, мы это любим. Мой Аташка говорит бата, это такое пожелание. В конце еды мы благодарим Аллаха за то, что Он дал нам пищу, еду. Дальше мы все собрались, разговариваем, болтаем, говорим последние новости. И так еще проходит время. Ждем, пока братишка прочитает намаз, и после этого уже будем подготавливать постель и спать. Это уже следующее утро, друзья. Мы следующее утро проснулись, позавтракали и принялись чистить коврик, точнее, это такой клем. Мы его чистим. Пока чистим клем, я пошла смотреть владение Аташки, что у него есть. Так, смотрите, друзья, это вот где стоят разные виды скота. Вот они тут где-то их стоило, так скажем. А вот и мой Аташка, сейчас он будет показывать своих барашков. Друзья, это мы уже будем сейчас готовить барашку. Предварительно повесили уже
легкие печень, они у нас висят отдельно, а наши внутренности мы взяли отдельно. Сейчас будет туториал, как правильно разделывать внутренности. Так, друзья, сначала мы будем отделять внутренние жиры. Это вот такие вот белые пленки, которые вокруг желудка, вокруг всей этой кишки. Посмотрите, это белые, вы можете сразу увидеть. Мы внутренние жиры будем класть в отдельную посуду. Потом будем мы сегодня вечером жарить курдак. Курдак — это национальное казахское жаркое. В нем содержится мясо, субпродукты, а также овощи, там лук, перец по желанию. Сейчас мы будем отделять внутренние жиры. Мы его также будем использовать при жарке курдака, при приготовлении курдака. Вот так выглядят внутренние жиры, друзья. Они выглядят как пленка. Также отдельно моя тетя убирает почки. Вот у нее в руках почки, она также убрала отдельно. И дальше тут много кишков. Вначале вам может показаться это, кто особенно не умел когда-то разделывать. Думаю, вам будет интересно. Скоро идет для мусульманин такая значительная дата. Это Курбан Байрам, когда будут делать жертвоприношение. Тогда, возможно, этот туториал вам пригодится, если будете сами все это делать руками. Друзья, посмотрите, мы отделяем. С левой стороны стоит у меня тетя, с правой стороны стоит у меня мама. Так, тетя отделяет тонкую кишку. Видите, она вот длинно-длинно отделяет тонкую кишку. Тонкая кишка, она тонкая, длинная, и внутри у нее там жижа. Первоочередно то, что вот с желудка попадает именно вначале в тонкую кишку, а уже потом в толстую. Сейчас вот она убирает тонкую кишку. Если одну потихоньку будете тянуть, остальное все уже быстро будет тянуться, уходить. Можете вот с левой стороны увидеть, как она ловко, быстро тонкую кишку убирает. Тонкую кишку мы будем убирать, и она не подлежит приготовке. Обычно мы ее отдаем собаке, друзья. Тут у меня тетя также помогает маме отделить кое-какие части этой кишки. Это я еще по ходу дела вам буду рассказывать, показывать. Давайте лучше сейчас досмотрим, как тетя убирает тонкую кишку. Это делается довольно-таки просто. Главное, ловкостью рук и такими вот движениями она очень быстро отделяется. Вот она длинная. Мама с этой стороны, с левой стороны, точнее с правой стороны, мама отделяет толстую кишку. Чем отличается тонкая от толстой, это можно понять тем, что в толстой она и по виду толстая, и в то же время внутри уже есть такие вот кумалаки, да, уже, так скажем, готовый кал, фекалии, барашки, которые уже были готовы выйти снаружи, они вот собрались в кучку в толстой кишке, они твердые достаточно, а в тонкой кишке там жижа. Так, смотрите, друзья, мама с правой стороны убирает, то есть вытаскивает толстую кишку, а с левой стороны подальше, вот как видите, моя тетя берет тонкую кишку, и она сейчас будет отдавать тонкую кишку собаке. Желательно с кишки вынести весь внутреннюю жижу, желательно вылить и потом уже отдать собаке. Сейчас проведу камерой. Вот там у нас собачка, она сейчас будет, у нее будет пир сегодня. Она будет кушать эту кишку и
радоваться. Дальше, друзья. Толстая кишка, еще раз повторюсь, она толстая, внутри кумалаки, то есть фекалии, которые достаточно такие плотные. Все это дело, также эту кишку мы ловкостью рук развязываем потихонечку по местам, где трудно. Мама вот использует нож, ну вот осторожным образом желательно все это удалять, все это вытаскивать. Внутри, вот как видите, между кишки они сами по себе соединены жиром, и там вот получается жир между кишками, также определенные части кожи, видимо. Вот так вот все ловко нужно будет осторожным образом. Саму кишку не повреждаем, потому что дальше мы будем кишку мыть. Друзья, вот, когда мы отделяли кишки, увидели вот такие вот уплотнения, это у нас лимфоузлы, друзья. Мы его не едим, они плотные такие шарики. Их нельзя есть ни в коем случае, потому что внутри там токсины, кое-какие вещества собираются не очень благоприятные для организма, поэтому это все мы не едим, эти лимфоузлы мы выкидываем. Так, это все выкинули, теперь вот у нас толстая кишка идет, и здесь мама, где толстая кишка начинается, и вот эта вот часть перед толстой кишкой, вот такая вот длинная, достаточно большая, плотная, она называется бьен. Этот бьен также не едят и отдаем собаке. Внутренность выливаем, а сам бьен отдаем собаке. В давних временах этот бьен использовали для хранения продуктов, промывали, сушили. И это был такой натуральный контейнер, куда внутрь сували масло и использовали как контейнер. Но сейчас в эти дни уже не используют, поэтому бьон выкидывают. Это вот наши почки, которые я ранее показывала, и наш внутренний жир, который мы ранее на самом первом этапе отделили. Так, друзья, там у нас вот большой сектор желудка у нас. Тут у нас отдельно толстая кишка. Мама держит на правой стороне, это толстая кишка, а на левой стороне отделяют эти сектора, отделяет моя тетя. Где-то там внутри еще остались жиры, поэтому она убирает. Сейчас, друзья, будем промывать толстую кишку. Все какашки мы должны вынести снаружи, поэтому будем хорошенько мыть, промывать нашу толстую кишку. Для этого, друзья, что мы делаем? Для этого мы не можем, конечно, все сразу промывать, поэтому определенную часть, примерно через метр, да, мы кишку срезаем. И по метру будем срезать и чистить каждую по отдельности, потому что кишка длинная, около 4 метров, наверное, и будем каждую вот так по метру срезать. И вот так вот наливаем воду. Будем таким вот образом делать такие движения и будем промывать нашу кишку. Друзья, здесь у нас, как вы видите, мусор, да? Мы сюда выливаем. Там был у нас колодец старый, поэтому земля рыхлая, туда все вниз уходит. Поэтому какие-то вот строительные мусоры, да, и также что-то из пищевых, ну, вот такие вот какашки в том числе.
мы выбрасываем специально в то место, потому что там когда-то будет колодец, надо забить, нужно будет забить эту внутренность земли, из-за этого туда мы все выливаем. Так, вот мы опять-таки отрезали определенный участок толстой кишки, и вот так вот кумалаки, какашки, все у нас идет в мусор. Вот так вот выглядит. Что, естественно, то не безобразно, поэтому я вам все показываю, чтобы было понятно просто. Итак, друзья, проделываем те же самые движения, промываем всю кишку, друзья. Вот у нас осталось тут немножечко буквально. Я специально не урезаю видео, друзья. Лучше посмотрите до конца, и так будет понятнее. Такие движения делаете, все хорошенько, чтобы изнутри все хорошенько прополоскалось, чтобы вся грязь, все какашки вышли снаружи. По каким-то местам, друзья, нужно будет хорошенько вот сжимать, рукой нужно будет сжимать, все вытаскивать, потому что иногда бывает, что не совсем легко все выходит, поэтому нужно будет прилагать определенную долю силы, так скажем. Друзья, один такой немаловажный момент: та вода, которую мы наливаем, обязательно должна быть холодной, потому что если вы будете наливать горячую воду, внутри все может слипнуться и не выйти наружу. А также будет все вонять, и, конечно, это тоже не очень хорошо, поэтому обязательно наливаем холодную воду. И холодной водой все внутренности, не только кишку, а все, вот именно желудок, все мы промываем холодной водой, друзья. Сейчас мы промываем вот так вот 1-2 раза, дальше еще будем промывать. Друзья, посмотрите, вот эта часть, она у нас называется ултабар, друзья. Вот тут вот камеры такие, да, желудка. Вот первая у нас идет ултабар. После пищевода, там длинный стоит пищевод, после него сразу же идет ултабар. Ултабар мы обязательно будем кушать, его дают женщинам, кто хочет завести ребенка, именно мальчика. Ултабар с перевода означает будет сын, да, родит сына. Вот, как видите, вот здесь длинный, это у нас пищевод идет. После пищевода первая камера желудка — это ултабар. Прошу прощения, я не знаю, как это переводится на русский. Попробовала посмотреть через переводчики, да, но, к сожалению, не смогла найти. Но, думаю, вам будет понятно. Вот самый первый сектор кишки, такой вот раздельный, отдельный, вы его сразу увидите. После пищевода самый первый такой сектор отдельно идет, он называется ултабар. Его мы хорошенько чистим, и также его будем готовить.
он очень вкусный. Дальше, друзья, следующий сектор, вот он прям такой отдельный, как вы видите, называется кырккабат. Кырккабат с перевода означает 40 слоев, потому что внутри он такой слоистый весь. Этот сектор желудка, второй после утабар идет, он весь внутри слоистый. Там 40 слоев внутри, его обычно выкидывают, потому что его очень трудно чистить, поэтому раньше его ели, но сейчас уже люди не хотят париться и уже выкидывают собачки, так скажем. Ой, тут у меня с телефоном проблемка. Так, друзья, смотрите, вот у нас желудок большой, да, вот видите, части желудка мы вот так отделяем, чтобы было удобно чистить. Убираем вот эти вот жиры, которые у нас остатки остались, какие-то части кожи, жиров мы убираем. Мы делаем на улице, поэтому у нас тут много комаров, точнее, не, прошу прощения, мошек разных, мух. Так, сначала теперь, друзья, мы будем наливать уже воду. Как только кырккабат удалили, остальной сектор, друзья, мы будем чистить постепенно. Тут есть такой смотрите, друзья, тут вот такой маленький сектор, он тоже отделяется, его называют таттакарен. Таттакарен называют, с перевода означает вкусный желудок, прямо перед основным большим желудком, такой отдельный маленький сектор. Называют вкусным желудком, потому что он действительно очень вкусный. Смотрите, внутри он такой весь узорчатый. Вот так он выглядит. Такой отдельный, как мешочек. Посмотрите, сейчас мама покажет вам. Он выглядит как отдельный мешочек. И этот мешочек, этот сектор, вот, смотрите, какой красивый изнутри. Его называют таттакарен. Вот. Дальше здесь вот у нас пищевод, мы его убираем. Вот, мама еще раз показывает таттакарен. Пищевод мы убираем, отдаем собачке. Хотя нет, не отдаем собачке, а промываем. Его также будем использовать, видимо, пищевод. Так, дальше. Друзья, хочу отметить, что я также впервые вот сама снимаю туториалы, сама также для меня это обучающий урок в целом, потому что я впервые тоже вижу, мне вот все объяснили, как это все делается. Раньше я не обращала внимания, как это все делается. Теперь я вот уже знаю тонкости работы с внутренностью барашки, как все это разделывать, потому что все это, друзья, очень полезно, внутренность. Друзья, смотрите, здесь, чтобы удобно было выливать всю жижу с желудка, лучше немножечко сделать надрез, вот такой вот, не до конца, чуточку, видите? Делаем такой надрез и внутреннюю жижу, что в желудке, мы выбрасываем и переворачиваем желудок, то есть наизнанку. И теперь будем сейчас промывать его хорошенечко. Хорошенечко промываем. Друзья, дальше теперь мы будем все уже по очереди заново промывать. Вот как пленка, это у нас внутренний жир, который был в самом начале видео. Его мы промываем также, чтобы не было лишних каких-то какашек или еще чего-то, да, нужно все хорошенько промыть. Дальше будем промывать кишки. Промываю наши почки, также показывала в начале видео вам. Промываем почки.
Друзья, смотрите, кишку мы также промыли, толстую, да? Теперь сейчас, друзья, будем эту толстую кишку сворачивать наизнанку. Для этого нам понадобится вот такой вот деревянная вот такая вот палочка. Мы вот так суем деревянную палочку до конца, да, посмотрите. И сейчас она будет наружу выворачиваться ловкостью рук. Видите, смотрите, наружу выворачивается, то есть наизнанку выворачивается кишка. Мы это делаем для чего? Чтобы промыть именно изнутри, да, кишку, чтобы промыть, и заодно, чтобы та часть кишки, где масло, вот, да, наружная часть, она ушла именно вовнутрь. Посмотрите, сейчас еще раз покажу с ближайшего ракурса, еще раз, как это мама делает. Так, вот кишка. Снаружи видите жирки, которые вы изначально видели, как мы все удаляли, да. Теперь туда суем нашу деревянную палочку и выворачиваем. То есть тут кое-какие жирки. Выворачиваем на обратную сторону. Вот когда выворачиваем на обратную сторону, какие-то могут еще выйти кое-какие жижи с кишечника. Все это поэтому промывается. Видите, все это мы вывернули вовнутрь, то есть наружная часть вывернута вовнутрь. И все хорошенько чистится еще раз. Так, наш желудок мы также хорошенько промываем. Все еще раз хорошенько, друзья, промываем, чтобы нигде не оставались какие-то следы какашек, поэтому все хорошенько моем. Друзья, дальше смотрите, вот таким движением мы делаем косичку из нашей толстой кишки. Посмотрите, какая красота! Дальше эту косичку мы, конечно, заморозим и в любое удобное время можем сварить и скушать. Будет очень-очень вкусно, друзья. Кто это пробовал? Если пробовали, обязательно ставьте в комментариях ваше мнение. Кто любит кишки, любители кишки, я вот лично сама обожаю. Они очень-очень вкусные. Когда их варишь, варится она очень быстро. Посмотрите, вот таким вот образом. Берем, делаем петлю. Делаем петлю и ловкостью рук, такими вот движениями мы плетем косичку. Вот так вот. Посмотрите, красота, просто красота. Целое искусство. Друзья, у нас уже подошел к концу наш туториал. И дальше я хотела заснять своих братишек, которые играют на песочнике возле дома. Вот такая вот у нас обстановка. Дальше на казане, на улице мы готовим курдак. Это казахское жаркое традиционное, как я говорила ранее, из мяса, из этих субпродуктов. Посмотрите, все это в казане жарится, варится. Это просто объедение, друзья. Мы специально готовим на улице, потому что вкус именно от казана, да, вот когда на улице готовится, вкус дымка, это все по-другому. Конечно же, есть у нас газ дома, но тем не менее у бабушки мы всегда готовим на улице. Друзья, посмотрите, дети уже не могут никак потерпеть, и они впервые начинают дегустировать наше блюдо. Взрослые пока на улице еще не зашли, а дети уже приступают к дегустации. Посмотрите, к гарниру мама приготовила рис, сверху традиционный курдак,
Это просто невероятно вкусно. Друзья, если понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы видеть последние новости моего канала. Всем говорю до скорой встречи и пока-пока.